Слава Украине! Героям слава! Сегодня мы собрались здесь, потому что вчера вечером по возвращению в родную уже для Зубра, добровольца из Беларуси, Украину, его развернули на границе Яготин, на мирной границе Украины с Польшей. Поляки его спокойно и без проблем обратно приняли с тем паспортом, который для украинских пограничников оказался недействительным из-за того, что режим Лукашенко сделал его таким, сделав его якобы утерянным, хотя он находится у собственника этого паспорта с позывным «Зубр». Сегодня по этому поводу мы пришли в администрацию Державной прикордонной службы для того, чтобы передать свое звернення с просьбой пустить обратно пана Зубра и дать ему захист касаемо того, что ему угрожает смертная казнь в случае передачи в Республику Беларусь, которая сейчас оккупирована режимом Лукашенко. Мы должны понимать, что на данный момент Республика Беларусь в лице Александра Лукашенко сотрудничает с такими персонажами, с такими непонятными образованиями на теле свободной Европы, как ЛДНР, так называемая. И известного журналиста и блогера Романа Протасевича на данный момент удерживают, посадив международный рейс, принудительно посадив его в Минске и похитив его с этого борта, сейчас удерживают для передачи или разбирательства, собственно, с этими ЛДНР. Мы понимаем, что говорить о каком-то праве, законе с этими людьми просто невозможно. И мы должны понимать, что этот прецедент, который случился с Зубром, он может коснуться каждого белоруса. Скажіть, будь ласка, ви можете вийти декілька слів людям, сказати? Я не можу декілька слів якось сказати, прокоментувати я ситуацію. прочитаю звернення і розумієте, ми треба зареєструвати і доповісти керівництву. Так, це два однакові, розумієте? Так, вам один. Ви ж зареєструвати повинні. Зареєструвати мені треба піти, піднятися в кабінет, відкрити базу, зареєструвати, доповісти і потім тільки поставлю вам номер. Ми почекаємо. Будь ласка. Вы выйдете еще раз? Це дуже важлива Ви річ, сказали, насправді. будь ласка. Може, ми вам передамо обидва екземпляри і ви потім один нам занесете? Так Ну, буде Пусть, зручніше. чтобы не усложнять. Хтось з працівників там ваших винесе зареєстрованих вже. Це ж ви зрозуміли, да, з чим зв'язано? Я. Документи дайте, будь ласка. Так. Це пов'язано з тим, що білоруського добровольця, який в Україні воював, не пустили через анульований паспорт білоруський. Ми з величезною повагою до прикордонної служби Я так само ставимось, ставлюсь до вас. тому що ми разом багато в 2014-му пройшли. Просто ми вважаємо, що всі мають бути зацікавлені, щоб це конструктивно вирішилось. Также хочу добавить, что да, здесь присутствуют добровольцы как украинские, белорусы и других стран. И все в полном уважении ставятся к бойцам, прикордонникам, которые зачастую первые встречали российского агрессора, боем встречали. И ничего негативного никто не может сказать о этих людях. Но то, что происходит сейчас на границе Яготин, оно совершенно ни в какие рамки не входит, потому что подобное... Я з вами, от, читаючи, слухаючи вас, в якомусь патріоти повинні бути під захистом. Ви ж розумієте, що йому буде вартувати повернення в Білорусь. Человек 6 лет отдал войне, отдал Ми защите просто Украины. вже не перший рік займаємося такими кейсами, як правозахисники. Знаємо, що такі питання інколи потребують виключно політичного рішення або, скажімо так, вольового рішення керівника певного відділу. Так, я зрозумів, зараз я доповідаю, кому треба, так? Реєструємо документ, Так. тому що воно повинно йти не через мене, а через Ганна Зеленська. Так. И Зачекайте. очень важный момент, тоже Чим дослушайте. я лише піду, тим краще. Буквально минута. Зараз Дослушайте. люди розберуться. 5 годин. Рассматривать, дадут какой-то ответ. Надо им напомнить, что мы здесь стоим. Давайте немножко напомним о себе, чтобы они там не разбежались, потому что время уже закончилось, которое они так успешно тянули. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Жива Білорусь! Живе! Живе Білорусь!
Живе Білорусь! Вічно! Слава нації! Смерть ворогам! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Вам сказать, что, ребята, очень важно вам действительно быть вместе, держаться вместе. И мы знаем уже на протяжении 7 лет очень много случаев, когда пытались выдать. Но тут главное держаться друг за друга. У нас есть такая пословица «один за всех и все за одного». Поэтому держитесь, как только кто-то кого-то знает, что пытаются выдать, за кем-то следят, сразу давайте знать ваши группы, вашим друзьям, чтобы не было никаких прецедентов. Скажу, что у нас был прецедент по добровольцу из Грузии, когда его пытались выдать, мы быстренько встали на защиту через суды, прошли, постояли под СИЗО ночами, и была исключительно политическая воля тогдашней власти Украины, пришел генпрокурор и вытащил его из СИЗО. Поэтому сейчас мы просим от Государственной службы Украины, прикордонной государственной службы Украины, чтобы приняли обращение ребят белорусов из Белорусского дома, и чтобы это было опять-таки политической волей, а не выдаче белорусов в Беларусь. Как бы это ни звучало сейчас прискорбно, но так и есть. Поэтому просим, чтобы вы распространили эту информацию по своим источникам, чтобы быстрая была реакция. Мы со своей стороны знаем, как это тяжело бороться за свою же свободу. Поэтому мы вас будем поддерживать и рады всегда вам помочь. Живе Беларусь! Живе! Да, здравствуйте. Дякую. Слава Україні! Да, наше звернення зареєстрували. Будем ждать ответа, ждать результата. Я думаю, что ближе к выходным, когда смогут больше людей участвовать, сходим к администрации президента, к офису президента и подобное звернение дадим тоже на имя главы офиса президента, собственно, да. Вот. Хочется еще отметить, что это не первый случай среди белорусских добровольцев, когда их паспорта подаются в Интерпол. Но это первый случай, когда такие обнуленные паспорта рассматриваются украинскими пограничниками как причина для невъезда белорусских добровольцев обратно в Украину. Очень хорошо, что польские пограничники отнеслись с пониманием к этой ситуации и не разделяют все действия, которые направлены на дискредитацию белорусских добровольцев, на попытку их похитить, ликвидировать любым способом со стороны режима Лукашенко, который сейчас очень плотно сотрудничает с так называемой ЛДНР. Мы знаем, что ситуация с Романом Протасевичем может закончиться тем, что его передадут в эти самозваные провозглашенные республики. И мы должны понимать, что если мы будем молчать, и то, что произошло с Романом Протасевичем, теперь то, что произошло на границе Яготин, украинско-польской границе с Дмитрием Шавлюкевичем, если мы будем молчать об этих ситуациях, сегодня они будут приходить за добровольцами, завтра за всеми вами, белорусы. Поэтому выходите, поддержите друг друга. И мы очень искренне благодарны всем украинцам, которые разделяют эту нашу проблему, которая сейчас заключается в двух лицах. Это Александр Лукашенко и Владимир Путин. Это наша общая проблема с вами. Спасибо за понимание. Слава Украине! Героям слава! Живе Беларусь! Живе! Украина, Беларусь! Понад усім! Украина, Беларусь! Понад усім! Україна, Білорусь! Понад усім! Дякую.